Маша Лумасерк, приветствуем всех слушателей на нашем новостном канале Чеченской демократической партии. Передаем основные и наиболее значимые события к этому часу. Украина. В конце июля 2024 года группировка «Химик» Главного управления разведки ГУР Министерства обороны Украины нанесла комплексный удар по позициям российских войск в Сирии. Об этом сообщило издание «Киев-Пост», опубликовав эксклюзивные видео и фото. Источник УНИАН украинской разведки подтвердил, что действительно такой удар был. «Можем подтвердить информацию, она конкретная», — отметил собеседник. Указывается, что целью атаки была российская военная техника на авиабазе Кувейрс, которая расположена к востоку от Алеппо и оккупирована российскими войсками. Также сообщается, что удар, в результате которого уничтожена российская техника, был нанесен через день после встречи так называемого президента России Владимира Путина с сирийским президентом Башаром Асадом, которая состоялась 24 июля. В Сирии Хезболла тренирует российских операторов БПЛА. Как сообщает УНИАН, в Сирии тренируют российских операторов БПЛА иранского производства для войны против Украины. Главное управление разведки Министерства обороны Украины в феврале этого года отмечало, что их готовят на сирийском аэродроме Шайрат. В ГУР отметили, что ливанско-иранско-российский учебный курс предусматривает освоение БПЛА «Шахед-136» и «Абабил-3», а также дистанционно управляемого самолета «Раад». Вместе с россиянами обучение проходят наемники-сирийцы, которых Москва планирует задействовать в войне против Украины как операторов БПЛА. Венесуэла. По данным правозащитников, погибли не менее 11 демонстрантов, в том числе 2 подростка. Власти Венесуэлы усиливают давление на оппозицию. Николас Мадуро, объявленный победителем президентских выборов, потребовал арестовать своего оппонента Эдмундо Гонсалеса и лидера оппозиции Марию Корину Мачадо. Избирательный совет не обнародовал никаких результатов на уровне избирательных участков, которые поступают из протоколов, распечатываемых более чем 30 тысяч электронных машин для голосования после закрытия избирательных участков. Ведомство не обязано этого делать, но на предыдущих выборах оно размещало данные в интернете в течение нескольких часов. Германия. Посол Китая был вызван в Министерство иностранных дел. Речь идет о нападении 3-летней давности. Спустя 3 года после серьезной кибератаки на Федеральное управление картографии и геодезии федеральное правительство обвинило в ней китайских хакеров. Сегодня мы знаем, что контролируемые государством китайские киберпреступники проникли в сеть БКГ в шпионских целях, заявил представитель Министерства иностранных дел в Берлине. На основании этих выводов был вызван китайский посол. Атрибуция нападения была сделана на основе тщательного технического анализа, добавил представитель. Федеральное ведомство, предоставляющее геоданные, играет важную роль, в том числе для объектов критической инфраструктуры. К ним относятся, например, поставщики энергии, гидротехнические и транспортные компании. МВД Германии передают, что хакеры использовали сети обфускации. Представитель Федерального министерства внутренних дел Максимилиан Кал заявил, что нападавшие использовали так называемые сети прикрытия. Это когда хакеры используют устройства в частных домах и компаниях для проведения атаки с целью замести свои следы. Великобритания. Нападение с ножом на детей. Британский город Саутпорт оплакивает потерю 3 детей в результате смертельного нападения с ножом. Слухи о происхождении подозреваемого подогревали настроение. По данным полиции, причиной беспорядков являются ложные сообщения и слухи о происхождении предполагаемого преступника. Мы уже сообщали, что человек родился в Великобритании, и спекуляции на данный момент никому не помогают, подчеркнули следователи. Подозреваемый молодой человек прожил в этом районе более 10 лет. Он родился в семье раундийцев в столице Уэльса, Кардифе. В понедельник 3 девочки в возрасте 6, 7 и 9 лет были убиты в результате нападения с ножом. Еще 8 детей и 2 взрослых получили ранения, причем некоторые серьезные. Дети приняли участие в праздничном лагере, организованном вокруг Тейлор-Свит. Американский певец, который не принимал в этом участие, выразил шок в Инстаграм. Подозреваемому 17 лет, мотив до сих пор не ясен. Однако полиция не верит, что это был теракт. Нападавшие забросали кирпичами офицеров и местную мечеть, а также разграбили магазин после митинга в память жертв нападения с ножом, сообщила полиция.
Сообщается также, что они подожгли автомобили и мусорные баки. По данным полиции, участники беспорядков в основном были членами правоэкстремистской группировки, приехавшими не из этого района. Япония. Израиль не пригласили на мирную церемонию в Нагасаки. Посол Израиля в Японии Галад Коэн не приглашен на ежегодную церемонию мира в городе Нагасаки. Мэр Нагасаки Сиро Судзуки заявил, что город отложил приглашение посла из-за потенциального риска инцидентов, возникающих в результате различных глобальных событий, связанных с текущей ситуацией на Ближнем Востоке. Исключение Коэна было очень трудным решением, продолжил Сузуки. Мэр объясняет, что решение было не политически мотивированным, а скорее вызвано желанием провести церемонию в мирной и созерцательной атмосфере. В прошлом месяце город направил письмо в израильское посольство с призывом к немедленному прекращению огня в отношении войны в Газе. Для посла Коэна это прискорбное решение, которое посылает неправильный сигнал. Израиль на протяжении многих лет присутствовал на церемониях как близкий друг и страна-единомышленник, чтобы получить память жертв и их семей, пишет Коэн в службе коротких сообщений X. Китай. Китай осуждает убийство Хани. Китай осуждает смертельное нападение на иностранного лидера исламского движения Хамас и вновь призывает к прекращению огня в регионе. «Мы крайне обеспокоены этим инцидентом, решительно отвергаем и осуждаем убийство», заявил представитель МИД Пекина. Китай глубоко обеспокоен тем, что смертельное нападение на Исмаила Ханию может привести к дальнейшей нестабильности в регионе. Террористическая организация Хамас. Исламский джихад. Хания была символом сопротивления. Палестинская террористическая организация «Исламский джихад» говорит о ужасном убийстве после убийства лидера Хамас Исмаила Хании. В заявлении говорится, что Хания был символом сопротивления и великим национальным лидером. Его смерть не удержит палестинский народ от продолжающегося сопротивления. Это были все новости на нашем новостном канале на сегодняшний день. До новых встреч. Массумаш Ойл Адеквилшу.